Власти Коми привлекли 2 миллиарда 400 миллионов рублей на проекты по развитию инфраструктуры. Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку республики на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Ее представил Владимир Уйба членам комиссии. Руководитель региона презентовал 2 проекта. Первый из них – это строительство в Сыктывкаре нового жилого квартала со школой на 825 мест. Объем впечатляет. Это более 249,5 тысяч метров квадратных. В том числе вся инфраструктура в этом новом микрорайоне, дороги, благоустройство, площадки детские, игровые и так далее, и так далее. И самое важное, это еще очень большой социальный объект, это школа на 825 мест. Вот весь этот проект для республики будет стоить 1,6 миллиарда рублей. Это как раз деньги инфраструктурного кредита бюджетного. А вообще весь этот проект будет стоить более 13 миллиардов рублей. То есть 1,6 миллиарда мы вкладываем как бюджетные средства, остальные средства – это средства инвестора. Республика в итоге получит новый район с современным комфортабельным жильем, школой и инфраструктурой. Второй проект предусматривает создание завода по производству фанерной плиты. Ежегодно он будет выпускать более 260 тысяч кубометров востребованной на внутреннем и внешнем рынке фанеры. Расположится также на территории столицы Коми. Даст больше 700 рабочих мест. От республики требуется построить дорогу к заводу. Потребность в кредите почти 833 миллиона рублей. При общем бюджете проектов 13 миллиардов. Остальные средства вложит инвестор. Проект, кстати, готов к старту уже в будущем году, при условии поддержки со стороны государства. Теперь по инфраструктурным бюджетным кредитам. Многие могут сказать, а в чем их разница между, допустим, коммерческими кредитами, и это все равно деньги, которые нужно будет возвращать из бюджета республики. Так вот, вовсе нет. Инфраструктурный бюджетный кредит – это новый инструмент, который впервые в этом году, о котором сказал Владимир Владимирович Путин, президент России, для помощи, именно как инструмент, для помощи, финансовый инструмент для помощи регионам. Во-первых, это кредит, который дается под очень маленький процент. Это всего 3%. Почему всего? Потому что любой коммерческий кредит начинается от 8% и выше. Еще один плюс таких кредитов – власти берут его уже в этом году, но проценты по нему выплачивать начнут только в 2024-м, вплоть до 39-го. Такой целевой кредит устраивает правительство Коми. Ведь это значит, что уже сейчас можно направить средства на создание инфраструктуры, которая в будущем за счет налогов обеспечит возврат кредита.